Первостроители разумно полагали, что на базе мощного потенциала Сталинградский ГЭС в недалеком будущем возникнет крупный индустриальный центр. Ждать пришлось недолго. К слову, история Волжского не может не поражать своей стремительностью. То, что здесь уместилось в несколько лет, в иных городах длилось десятилетиями. В 60-х годах прошлого века советское правительство объявило курс на механизацию страны. Это решение во многом предопределило судьбу волжской промышленности. Один за другим в опаленной солнцем заволжской степи стали подниматься предприятия химического комплекса, ориентированные на автомобильную промышленность. В декабре 1963 года с конвейера крупнейшего в стране Волжского шинного завода сошли первые покрышки. Именно здесь изготавливалась обувь для сотен тысяч популярных «Жигулей». В советские времена 85% продукции Волжского шинного отгружалось в союзные республики, поэтому с распадом СССР предприятию пришлось несладко. Но Валтайр выжил. Большинство российских троллейбусов сегодня ходит на волжских шинах. Самые высокие оценки не только в России, но и за рубежом получила другая продукция Валтайра – покрышки для сельскохозяйственных машин. Рядом с Волжским шинным расположен завод синтетического каучука. Строительство обоих предприятий велось практически одновременно, ведь на каучук приходится 40% себестоимости производства шин, и возить его до 3-9 земель попросту накладно. Долгое время волжский каучук считался лучшим в стране. Выпуск корда для тех же автопокрышек был налажен в 1965-м на только что построенном заводе синтетического волокна. Сейчас это акционерное общество «Сибур-Волжский», которое кроме кордных нитей производит спандекс и ткани из химических волокон. На автомобильную промышленность также сориентированы завод резинотехнических изделий, шиноремонтный завод и акционерное общество «Волжский завод асбестотехнических изделий», который специализируется на выпуске тормозных колодок, накладок и термостойких материалов. В год 50-летия Волжского акционерное общество ВАТИ освоило производство экологически безопасных, безасбестовых прокладок для автомобилей. Другому флагману волжской химии, заводу органического синтеза, удалось избежать глобальных потрясений – Волжский оргсинтез. Как и 40 и 20 лет назад на подъеме. Его продукция, кормовые добавки, резиновые ускорители, анилин не перестают пользоваться заслуженным спросом в нашей стране и за границей. Единый комплекс химических предприятий Волжского дополняется азотно-кислородным и механическим заводами. На последнем изготавливается оснастка для химических и нефтехимических производств. В целях обеспечения химкомплекса технологическим паром в 1959 году в городе начато строительство ТЭЦ-1. Первая очередь теплоцентрали вступила в строй в 1967-м, вторая в 1974 году. Установленная мощность 605 мегаватт. Еще одна Волжская ТЭЦ-2 приступила к работе в 1983 Мощностью 265 мегаватт она обеспечивает теплом и горячей водой жилые массивы города. ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 ныне являются подразделениями акционерного общества «Волгоградэнерго». Помимо энергетики и химии, Волжский известен и предприятиями машиностроения. Волжский подшипниковый завод, бывший государственный завод номер 15, вступил в строй в 1961-м. В его стенах работало свыше 200 автоматических и комплексно механизированных линий. Гордостью предприятия называли цех конических подшипников. Здесь выпускались сверхточные изделия для тольяттинского автогиганта, завода имени Лихачева, ВГТЗ. Сейчас Волжский завод является одним из ведущих предприятий Европейской подшипниковой корпорации. Кстати, с 1993 года в Волжском действует собственное автомобилестроительное предприятие. Выпускает оно известный на всю страну автобусы «Волжане». Эти красавцы неоднократно побеждали на всероссийских и международных автосалонах. Они успешно трудятся в районах Крайнего Севера, на дорогах Москвы, Санкт-Петербурга и, конечно же, в самом Волжском. О надежности наших автобусов лучше других говорит имя стратегического партнера завода «Волжане». Знаменитая шведская фирма «Скания» в 2003 году открыла в Волжском свой специализированный сервис-центр. К числу молодых волжских предприятий также относится пивоваренный завод.
И действительно, основан он сравнительно недавно, в декабре 1977 года. Оборудование устанавливалось чешскими специалистами. За недолгую историю завода здесь освоено около 20 сортов популярного ячменного напитка. Сегодня предприятие Сан Интербрю Волжский является крупнейшим производителем пива на юге России. Марки пива «Волжанин», «Ахтуба», «Сталинградская» знают и любят далеко за пределами Волгоградской области. Особой вехой в истории Волжского стало возведение трубного завода. Он был построен в 1969 году с помощью чехословацких специалистов. В стране были нужны трубы большого диаметра для нужд газовой и нефтяной промышленности. И она их получила. С первых дней своего существования на предприятии поддерживается традиция – внедрять все самое передовое. Вслед за трубоэлектросварочным цехом в 1975-м был возведен первый в СССР участок нанесения наружного эпоксидного покрытия. В 1987-м французы и немцы предоставили новейшее оборудование для трубопрессного цеха. Наконец, в 1990 году фирма Итал Импьянти возвела уникальный электрометаллургический комплекс. Его сооружение произвело настоящую техническую революцию. Волжский трубный завод сегодня не знает равных ни в России, ни в СНГ, ни в Европе. Это самое крупное предприятие в городе. Здесь работают более 12 тысяч человек, которые выпускают более трети всей продукции, производимой промышленностью Волжского. Приближающийся к своему 35-летию металлургический гигант сохраняет репутацию наиболее динамично растущего предприятия отрасли. Именно ВТЗ выиграл конкурс на поставку 132 тысяч тонн спирально-шовных труб большого диаметра Каспийскому трубопроводному консорциуму. Волжские трубники освоили производство толстостенных труб для «Газпрома». Полностью модернизировали уникальный стан 2520. Общий объем инвестиций в техническое перевооружение комплекса производства труб большого диаметра составил около 10 миллионов долларов. Каждый четвертый волжанин трудится в промышленности. В 2003 году в нашем городе произведено продукции на сумму в $1 миллиард США. Это более трети совокупного продукта Волгоградской.